Здравствуйте! Вы смотрите программу «Сквозь судьбы». Меня зовут Анжела Мази. В цикле бесед с деятелями искусства и культуры мы говорим о нашем новом времени и о влиянии судьбы на творчество. Сегодня в этой студии руководитель промо-группы «Юмшан-57», режиссер Павел Поздеев. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте. Павел, вот мне хочется узнать, с чего началось увлечение творчеством и каким вы были ребенком. Вот как вы встали на путь того, чтобы выбрать культуру, режиссуру, работой всей жизни? Все, в общем-то, достаточно случайно. Да? И, будучи ребенком, абсолютно никакого посыла к творчеству вообще не было. А вы были хулиганом, таким непокорным бунтарем всю юность? Нельзя сказать, что уж прям там хулиганом. У меня все было связано со спортом. Я грезил и мечтал о лыжных гонках. О карьере спортсмена? Ну, типа того, да. Как возник в судьбе вот этот поворот, училище, республиканская культура и как раз факультет режиссуры, эстрадных действий, праздников и так далее, который вы первый закончили на своем пути в творчестве? Я считаю, тут судьба сыграла злую шутку со мной. Почему злую? Мне кажется. В кавычках? Ну, типа, да. По молодости лет, увлекаясь дискотеками, и когда встал вопрос о какой-то профориентации, случайно попал на глаза рекламный буклет училища культуры, где было написано: «Приглашаем учиться на организаторов досуга». В моем понимании организатор досуга — это есть тот человек, который его организует, создает и придумывает. Да, а на деле оказалось, это уже была первая школа режиссерская. И потом затянуло. И все. То есть понравилось, и вы поняли, что это ваше? Да. Можно сказать, что вот такой как бы путь был вот тогда и нарисован вам? Вы уже поняли, что вы с него не сойдете ни за что? Нет, об этом я начал задумываться уже сейчас, вот под старость лет. А тогда нет, не думал об этом. Павел, ну вот множество идей ваших, претворенных в жизнь, об этом мы сейчас еще упомянем. А несмотря на то, что вы считаете, что не надо давать оценок собственным проектам, тем не менее, на сегодня, на ваш взгляд, что вы считаете, какую придумку, вот такой самой результативной, та, которая вам, может быть, нравится самому, которую вы считаете успехом с вашей точки зрения? Проект, может быть, или идея, которая вот нашла результат? Нет, ну что тут скрывать? Конечно, бабушки бурановские. Вот та самая идея, которая потом облетела страну, да, что коллектив фольклорный запел рок на удмуртском. Да. Есть ведь проекты, они такие, которых об эффекте можно говорить вот именно с социальной точки зрения, да, и по охвату аудитории, насколько он стал результативным. А есть проекты, когда один человек просто начинает, не имея отношения к удмуртской культуре, просто начинает использовать в своем творчестве удмуртский язык, например. И это тоже результат, это тоже классно. Результат вот этой деятельности, да. По большому счету, мне хочется, чтобы удмурты начали относиться к собственной культуре потребительски. Вот такой парадокс. Да, то есть с духовным началом, с этим все в порядке. А вот именно, чтобы отношение было потребительское, что я имею в виду? Чтобы люди научились элементарно покупать диски, чтобы они не обращали внимания, не то чтобы не обращали внимания, они понимали цену между качеством продукта и его ценой, точнее, да, чтобы они разбирались в этом. Проще говоря, прагматичная востребованность культуры, и культура стала бы вот чем-то таким реальным, не заоблачные выси и сплошная философия. Да. То есть сегодня все финансирование удмуртской культуры, оно идет за счет бюджетных, за счет отдельной строчки в бюджете. Понятно, что для Удмуртской республики обеспокоенности удмуртской культуры, она ровно такая, насколько положено быть, по мнению тех, кто распределяет бюджет. Для тех, кто живет внутри удмуртской культуры, кажется, что все может быть намного больше. Намного больше должно быть песен, намного больше должно быть дисков, опять же, тех же самых книжек. Вот я в футболке сижу, мне хочется иной раз одеть футболку с удмуртской надписью.
Ну, говорят, что сейчас это возможно, Сейчас это, особенно да. благодаря бурановским бабушкам, логотипы в свободном доступе в интернет. В свободном качайте. доступе. То есть за этот логотип никто не платит. Да, вообще-то его кто-то нарисовал, придумал. Да. Идея же, вот что ценится-то дороже всего, идея. За это платит, то есть человек его скачивает и уже, то есть как бы опять получается, что эти деньги, они взяты на основа удмуртская культура, но эти деньги уходят в принт-компании, да, те компании, которые осуществляют печать этой продукции. Непосредственно сама ценность этого принта в его образе. Вот. А и деньги, они не возвращаются обратно в удмуртскую культуру. Павел, вот в связи с этим давайте все-таки к феномену бурановских бабушек, да, такому вот успеху. Второе место на Евровидении 2012 в этом году. Правильно ли я поняла, что вы расцениваете это как вот некое интуитивное решение, которое вдруг имело успех, то есть как некую случайность, или не так? Мне, как человеку, имеющему отношение к становлению этого коллектива, я понимаю, что это случайность, потому что Тут мы с вами расходимся. закономерно это было бы в том случае, если бы мы изначально, как проект, вот расписывается, и там ставится сверхзадача или задача или цель. Вот добиться европейской узнаваемости удмуртского языка, допустим. Такой цели мы не ставили. Цель была более чем простая и прагматичная. Обратить внимание на удмуртский язык и в первую очередь обратить внимание удмуртскоязычной молодежи. Через вот такой эффектный способ демонстрации удмуртского языка сказать, что вот бабушки даже поют рок. А почему вы не можете этого делать, уважаемая молодежь? Вот сегодня, конечно, можно говорить уже о том, что ничего вроде как случайного нет, потому что еще вот это вот Евровидение, оно и тут, и там Евровидение, то есть в молодежной среде появились вот то, к чему бабушки обращались, пойте рок на удмуртском языке. Появилась вот рок-команда Silent Wugur, и она тоже стала участником Евровидения, правда, для малых народов, но она там тоже заняла второе место, достаточно хорошо показав себя для определенной европейской публики. Это проект вашей промо-группы Silent Wugur, да? Что связано еще вот с этими осенними проектами, новинками, вот с этими дальнейшими идеями продвижения удмуртской культуры, которые вы собираетесь в ближайшее Вот эта тема время? Евровидения, которая мощно так вот агрессивно оккупировала удмуртскую среду, мы ее хотим повернуть теперь уже... Обыграть. Обыграть, да. Интересно. Развернуть ее и сделать из нее такой проект, который называется «Элькуновидение». Что это значит? Элькун – это республика. Ага. То есть по образу и подобию Евровидения Конкурс. мы проводим конкурс удмуртской песни. Для участия в этом конкурсе мы приглашаем по образу и подобию Евровидения страны участвуют. У нас участвуют районы республики. Районы республики, которые выдвигают для участия в этом конкурсе песню, которая написана жителям или выходцам этого района, и, соответственно, исполняемая жителями этого района. Должно быть все удмуртское. Да, текст, мелодия тоже. Носителями удмуртского языка, в общем, создано произведение должно быть. Сегодня вот современное удмуртское песенное творчество, оно тоже находится в какой-то вот в таком кризисном состоянии, поскольку мало чего появляется такого, которое способно конкурировать с направлением вот таким, как это называется, перепевки. То есть сегодня для демонстрации языка мы в наглую используем такую технологию, когда на популярную музыку кладем удмуртский текст, и, к сожалению, получается так, что вот эта популярная, уже в глобальном смысле популярная музыка, но с удмуртским текстом, она превуалирует над всеми теми песнями, музыкальными произведениями, которые являются оригинальными. В Элькуновидении все будет иначе. Да. Там должно быть авторское. В Элькуновидении все иначе. И институт самодеятельных композиторов, он живет и существует, он никуда не делся. Просто этому самодеятельному композитору нужна вот такая вот коммуникационная дорожечка, чтобы он со своей песней куда-то пробился. Павел, а вот какие сведения это будут действительно неплохого, ну пусть и любительского уровня, вот музыканты, мелодии, тексты, ведь, наверное, тут большая отборочная работа должна идти. Основная проблема всех моих проектов, я никогда не задумываюсь о качестве.
Для меня важна реализация и тот месседж, который мы отправляем. Качество, это уже, оно должно прийти за количеством. Вот. На сегодняшний день... Пусть будет то, что будет, вы хотите сказать, потому что если задумываться о профессионализме проектов, об их качестве, тогда лучше ничего не делать. А кто будет решать? Вот на Евровидении голосуют страны, там жюри есть, да, какие-то баллы, в общем, очень темная такая система подсчета. Профессионального жюри у нас не будет. Мы берем технологию, которую использует Евровидение для малых народов, когда у каждой страны, у каждого коллектива, там, да, и страны тоже, есть представитель. Но вот эти люди приезжают, и они ставят оценки по 12-бальной шкале всем участникам, кроме собственного района. И таким образом набирается общая сумма баллов, и мы увидим, кто же победителем является. Вы продумали все, осталось только дату назвать. Да, но кроме всего прочего, у нас еще есть договоренность с бурановскими бабушками, с группой Silent Vugur, с теми, кто участвовал уже непосредственно в Евровидении, то у нас будут запланированы специальные бабушкины призы и Silent-Вугуровские призы. Ну и, кроме всего прочего, мы это мероприятие проводим при поддержке ТРК «Моя Удмуртия». Будет организована телетрансляция этого концерта, и будет еще один приз, который будет учрежден уже от имени телекомпаний, и по итогам СМС-голосования определен победитель. Да, то есть получается 3-4, около 5 главных призов. И поэтому большой шанс у участников стать обладателем того или иного приза. Осталось только дату назвать. Значит, ЭЛЬКО на видении мы хотим еще актуализировать и внести такое более удмуртское начало в празднование Дня Республики. День Республики проводится 4 ноября, поэтому мы запланировали это мероприятие именно на этот день, День государственности Удмуртии, 4 ноября в ДК «Аксион». Спасибо, успехов вам. Спасибо. Вы смотрели программу «Сквозь судьбы». Мы встретимся в следующий раз на телеканале «Моя Удмуртия». В студии была Анжела Мази. Всего доброго, до новой встречи.